Настя из Свияжска рубит дрова, чтобы подкинуть их в настоящую печь. Говорит, так оладьи получатся пышными и вкусными. Рецепт от бабушки. С мира приезжает к нам покушать оладушков и попить чай с травкой. У этих прилавков сотни любительниц ювелирных украшений. Ведь здесь можно купить такие же серьги и браслеты, которые носили их прабабушки. Это красота, которую создавали наши Эби-бабайлар, наши прадеды, прабабушки. И это наша история. Как мы можем забыть свою историю? Одно но. Все эти украшения созданы заново. Их с учетом мировых тенденций переосмыслили современные дизайнеры. Мы движемся вперед, наша жизнь меняется из-за трендов, из-за появляются новые технологии. Это эволюция. Народные украшения, которые с удовольствием носят модницы, и народная музыка, которая сразу залетает в тренды. Все это и не только фестиваль ИТИЛЬ. Говоря проще, здесь делают все, чтобы наши истоки не оставались в прошлом, а из них, как из благодатной почвы, пошли ростки новой культуры народов России. Взяв за основу традиции и культуру предков, их актуализирует уже молодежь. Это доказывает, что традиция – это не только старшее поколение, это абсолютно молодые люди, они уже определились со своими корнями. Это прекрасный город, где много всего развивается, в том числе развивается современная этника. ИТИЛЬ в переводе «Волга», поэтому в Казани сегодня представители всех народов Поволжья. Татары и русские, башкиры и чуваши, удмурты, мордва, марийцы. Есть гости даже из Тывы. Сайлык Оммун, финалистка всероссийского конкурса современной этнической музыки «Этнолайф». Здесь я познакомилась с прекрасными ребятами из разных уголков нашей прекрасной страны. По словам организаторов, проект «Этнолайф» зарождался как эксперимент, когда в конце прошлого года вдохнуть новую жизнь в музыку своих бабушек и дедушек захотела сама творческая молодежь. Мне пела бабушка, причем бабушка жила недалеко от Казани. Вот. Она такая чистушечница, у себя в деревне была, самое важное, самое главное. Мы уже наслушались музыки из-за океана, из Западной Европы. У нас 193 народа, у нас огромное богатство. Давайте его использовать, давайте слушать свое. Теперь в новом осмыслении этнотворчество народов России слушают уже молодые люди. Очень круто, мне очень нравится. И потанцевать можно, и детям очень нравится. Гости на фестивале увидели разную музыкальную программу, участвовали в мастер-классах и перформансах, став первыми, кто взглянул на древнюю культуру по-новому. Рамиль Шайдуллин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.